И здесь братья мне несколько раз просили, чтобы я сделал отдельную лекцию за маулид пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Тема у нас в Дагестане немножко больная, тяжелая. Но здесь, я думаю, нету братьев, которые не понимают этот вопрос и не знают этот вопрос. И поэтому я думал, нету нужды здесь затрагивать этот вопрос. Хотя некоторые наши шейхи, которые сидят справа от меня, они настаивали, чтобы я поднял именно эту тему. И вот сейчас этот случай пришел. Что такое маулид? Маулид – это рождение, празднование дня рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если мы посмотрим на основу и начнем искать основу этому маулиду, потому что для каждой вещи бывает основа, мы посмотрим, что основу этой маулиди, если мы посмотрим на сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, начнем всю сунну искать, все хадисы, все исторические книги достоверные, мы не находим там этот маулид. Хорошо. Пророк сказал: алейкум бисуннати ва суннати хуляфай рашидин. Вы держитесь моей сунны и сунны моих праведных халифов. Начинаем искать из жизни праведных халифов. Не находим там тоже. Хорошо. Из жизни сподвижников не находим. Нету там маулида. Начинаем копаться. Может быть, во времена 4 имамов, Абу Ханифа, Малик, Шафи, Ахмад, начинаем ковырять все их книги. Не находим там ничего, чтобы было связано хоть близко с маулидом. Тогда откуда же появился этот маулид? Сегодня маулид, который стал частью нашего общества, который стал частью нашей религии. Те, которые отрицают маулид, те, которые приверженцы этого маулида, делают скрытый такфир тем, которые не делают этот маулид. То есть они говорят: раз маулид не делаешь, значит не любишь посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. А если ты не любишь посланника Аллаха, то ты кто? Не может быть му'мин, у которого нет в сердце любовь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Значит, это скрытый такфир. Они делают такфир тем, кто отрицает маулид. Хафиз ибн Кафир, рахимахуллах, он в своей книге «Аль-Бидаят ва Нихая» и другие ученые в других известных исторических книгах, он приводит, что маулид, первый, братья, маулид появился в IV веке по хиджре, по исламскому летоисчислению. В IV веке. То есть после смерти имама Шафии через 200 лет. Через 400 лет после переселения посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, из Мекки в Медину. Ладно. Мы о чем говорили? Мы говорили о хадисе. Мы начали с того, что из самых больших заблуждений и новшеств, которые приводят к огню, это что? Мы сказали уподобление. Уподобление кафирам. Хафиз ибн Касир, он что говорит? Откуда вы взяли этот маулид? Первые те, кто сделал это маулид, это были, говорит, аль-карамита миналь фатимия. Миналь фатимиюн. Это были, говорит, карамиты из секты фатимидов, то есть шииты. И Хафиз ибн Касир, он добавляет, он говорит, они, говорит, были, говорит, известны, говорит, своей мерзостью, говорит, и нововведениями. И мы знаем исторически, что фатимиды, вот эти карамиты, они всегда воевали с мусульманами. Они всегда воевали с мусульманами. Они всегда сотрудничали с крестоносцами, с христианами во время Саляхуддин Аюби, во время других полководцев. Всегда сотрудничали, брали от них деньги, всегда покушались на наших амиров, на наших правителей.
славных, известных правителей, которые очищали эту землю от крестоносцев, они им помогали. Мы знаем, что это именно карамиты, это те, которые захватили Каабу, забрали оттуда черный камень и сделали свою Каабу на территорию, если я не ошибаюсь, Омана или где-то. И именно они, если мы, те, кто был в хаджи, мы знаем, что этот черный камень, хаджир асвад ма'джун, он как бы скреплен. Они его поломали на несколько частей. Потом мусульмане его обратно и серебряный обруч, одели его в серебряный обруч. Пока не забрали от них, эти мусульмане опять не отвоевали этот черный камень. Эти карамиты, откуда они нашли этот маулид? Карамиты, будучи, находясь в Мисре, на территории Египта, часть населения, которая является коптами. Копты это христиане, ортодоксальные христиане, близкие к православным. Практически одно и то же. Вот эти копты, они видели, что копты постоянно справляли Рождество Христово. О том, о чем мы сейчас говорили. О том, что сейчас приходит. И эти карамиты, они говорят, если, говорит, они, говорит, постоянно делают маулид на Ису, алейхиссалям, то почему бы, говорит, нам тоже не сделать маулид? И как вы думаете, на кого они сделали первый маулид? На пророка? На Али? Нет. Первый они сделали на Хусейна, алейхиссалям. Рахим, ради Аллаху анху. Первый маулид они сделали на Хусейна, потом на Али, потом на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И после этого остальные слабые мусульмане через какое-то время, через века, они взяли от этих заблудших карамитов аль-Батиния, которым все ученые сказали, что они являются неверующими кафирами, эти карамиты, именно эта секта, взяли от них этот маулид. То есть маулид, первый маулид пришел он в 400 году, именно взятый от христиан. А мы о чем говорили? Мы говорим, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Ман ташаббаха бикаумин фаху минхум». Кто уподобляется какому-то народу, то он из них. Карамиты уподобляются христианам, а наши невежественные мусульмане уподобляются этим карамитам. И вот этот праздник, Рождество Мухаммада, то есть маулид на пророк, саллиллаху, он взят оттуда, основа оттуда. И те, которые сегодня хадисы говорят, если кто накроет тому, то-то, то-то в раю накроет, если кто-то там позовет того, там, то-то, тот. Абу Бакр сказал это насчет маулида, Усман сказал это, Умар сказал это, Али. Эти все хадисы, братья, не то, что они не являются слабыми. Эти хадисы, они даже отсутствуют в книгах среди придуманных хадисов. Это из той же серии, из серии «Зеленые точки». Потому что во все времена, братья, и во все народности были люди, которые придумали хадисы, которые подстраивали хадисы под свои страсти. И ученые, которые великие ученые, алимы, мухаддисы, которые очищали нашу религию от этих заблуждений, от этих хадисов. Суфьян Саури, Суфьян ибн Уяйна, Абдулла ибн Мубарак, имам Бухари, имам Ат-Тирмизи. Они знали определенных людей, которые являлись лжецами и которые придумали эти хадисы, и которые вставляли между другими достоверными хадисами. Эти ученые мухаддисы, они даже не знали про эти хадисы. Потому что вообще маулида, такого понятия маулида в их время не было. И сегодня те, которые хадисы говорят за счет маулидов, они даже отсутствуют в книгах, даже отсутствуют среди недостоверных, даже среди вымышленных хадисов. И поэтому те, которые произносят эти хадисы, свои доказательства,
эти люди, они возводят ложь на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи и на эту религию. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нас предупреждает и нам угрожает. Он говорит: «Ваман казиба алейя мутааммидан». А кто же нарочно, специально будет возводить на меня ложь, фалиятабава макадаху минаннар, то пускай, говорит, он при жизни, говорит, приготовит себе место из огня. Эти люди, которые прикрываются этими изречениями, эти люди, они или по невежеству, или зная, они заранее при жизни готовят себе место из огня. И можно за маулид говорить много, братья, это сейчас не та тема. Мы сейчас говорим за праздники, за исламские праздники и за неисламские праздники. И можно, и много есть вопросов, которые они говорят, их далилы, их вымышленные хадисы, то, что даже Абу Талиб зарезал барашку, и за это ему уменьшили, по причине рождения пророка, уменьшили ему наказание в огне. А что же в этом плохого? А почему это не так? А почему так? То есть это отдельная, братья, большая тема, на которой каждый есть ответ, и о которой разбиваются все их вымыслы, все их выдумки. Факт то, что, братья, мы должны быть убеждены, что у нас есть наши праздники, и у каждого народа есть свои праздники. И эти наши праздники, они являются частью нашей религии и частью нашего акиды. И те, кто оживляет эти праздники, оживляет нашу религию. И те, которые оживляют их праздники, братья, те оживляют их религию. Ва баракаллаху фикум. Ва джазакумуллаху хайран. Ва субханака ва бихамдика. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.